Мама и папа жили совсем немного. Пришли, значит, отца забрали на Финскую, и потом началась Великая Отечественная война, и больше мы его не видели. А маме пришлось очень много работать, потому что мужчин не хватало, и всех брали на завод. Завод Нюрчинский работал на оборону. Много цехов было, которых разную продукцию выпускали для фронта. Были такие годы, когда даже не давали отпуска, потому что нужно было продукции делать. Тяжелые времена. Отца мама больше... в 42-м, простите, в 42-м он писал все время письма, а в 42-м письма прекратились. И больше ни одного письма не было. А так у меня за первые эти годы его, у меня сохранились еще письма отца. Ну, без вести пропал, как и все, в 42-м году много пропадало без вести, потому что такая была... Я хорошо помню День Победы. Удивительно. Из детства мало запоминаю. Ну, есть моменты, какие можно вспомнить, но все-таки мало запоминается эти годы. А мне было, ну что, в 45-м году, где-то около 6 лет, 6, да, и, значит, мы жили в общежитии, комната была в общежитии. Я просыпаюсь от того, что слышу запах хлеба, как будто кто-то печет. А такого не бывает, такого. Это я вскочила, значит, у нас кровать отделена занавесом, ну так, чтобы комнату от спальни как отделяли. Вот я открываю занавес, солнце ярко-яркое светит, и мама у плиты стоит. Там печи нет, естественно, в общежитии, плиты, и что-то там печет. Я говорю: мама, а что, сегодня праздник? Она говорит: да, дочь, праздник сегодня большой, сегодня День Победы. Я, значит, скакиваю, пружинная кровать, такая, на пружинной кровати начинаю прыгать и говорить: папа приедет, папа приедет. Извините. Вот так я вспоминаю День Победы. Но папа не приехал.